Сейчас мы предоставим слово председателю парламента Чеченской Республики Ичкерия Ахьяду Идигову. Господин Ахьяд, 10 минут для выступления. Мы вас включаем и слушаем. Спасибо вам за приглашение. Я рад участвовать в этом мероприятии, был бы рад и там находиться. Чтобы быть, не голословным, скажу о том, что сегодня вот эта конференция, которую вы собрали, и когда я здесь вижу людей, с которыми мне пришлось почти полгода работать, я имею в виду Василенко Владимира Андреевича и других людей, которые занимались той работой, которая, привела в конце концов к тому, что Рада и украинский народ, который нас поддерживает, и президент, они приняли решение о том, что сегодня Чеченская Республика оккупирована и что осуждают они геноцид чеченского народа. Поэтому мне приятно вас видеть всех, которые здесь находятся, и хочу о том, что было в нашей республике, о чеченском народе, хотя здесь и говорили на украинском языке, естественно, я что-то понимал, но что-то не мог уловить, и поэтому я кое-что скажу, если мне позволите. Я хотел бы сказать о том, что в первую очередь, конечно, то, что произошло, это очень значительное событие, признание Чеченской Республики Ичкерия. Хотя многие пытаются, наши враги, сказать, что это не признание, что это что-то другое. На самом деле это признание, которое говорит, что это происходило против Чеченской Республики Ичкерия. И в течение разговора о том, что мы еще построим, мы сделаем, это уже вторые разговоры. Может быть, от того, что мы думаем, что такие дела нам нужно делать. Наша республика была воссоздана в 1991 году при развале Советского Союза. И после его развала она приняла Конституцию суверенного, независимого демократического правового государства, как известно. После этого мы вели переговоры и с Россией, и с другими республиками. И мы были единственной республикой, которая когда-то называлась в составе СССР автономной, но которая преобразовала и создала свое государство суверенность со всеми теми атрибутами и со всеми теми полномочиями, которые нам предоставляет международное право. В соответствии с этим созданное государство было потом оккупировано. Вы знаете, почему оно было оккупировано. Развал Советского Союза произошел потому, что Ельцин и его команда оставались на позициях имперских, и они могли прийти во власть Советского Союза, и они, развалили Советский Союз под лозунгом «разойтись, чтобы затем сойтись». Но разойдясь, они потом решили это делать политическими или правовыми, или хитросплетением и военным путем. То есть началась, собственно говоря, Чеченская Республика против нашего народа. Экспансия началась с 11 декабря 1994 года против всех новых независимых государств, которые вышли из Советского Союза. Я вам скажу, что наша страна была создана со всеми теми правилами, которые были, но наша страна оказалась для России самым слабым звеном, и они на нас напали, и на нас они нападали 5 раз. И 5 раз этих 5 вариантов, которые они шли, 4 наш народ и наше правительство изгоняло этих оккупантов, и наш народ проявил героическую стойкость и желание, жить в своей самостоятельной стране. Нам это удавалось, и в конце концов, когда России удалось оболгать наш народ, назвать нас террористами, бандитами, всякого рода другого, исламскими фундаменталистами, весь мир ополчился против нас. Например, я хочу сказать, что я был во многих странах, будучи тогда я был председателем парламента первого 5 лет почти, потом
уже будучи в парламенте во втором, возглавляя комитет внешних связей. Я бывал в многих странах, начиная от Америки, Исландии, Италии, других стран, и западной, в Украине в том числе, чтобы решить вопрос о признании нашего государства. Этого не удавалось, потому что Россия действовала и очень коварно оболгала по всем международным таким позициям, давила на нас, и нас не признавали. Конечно, наша страна была маленькая по территории и малочисленной по населению. Однако, несмотря на это, наш народ не отступил от той своей линии, которая у нас была. И когда, в конце концов, мы потерпели, как говорится, временное, как говорится, такое поражение, потому что у нас ресурс истек военный, и человеческий, и все материальный истек. И мы вынуждены были в этой ситуации идти в партизанскую борьбу. Наше правительство, которое находилось на территории Чечни, оно действовало до последнего момента, президент и парламент действовали, но в конечном итоге оно было зарезервировало и желало, последние наши были собрания там, когда они планировали и сказали, что нам нужно обязательно на Западе принять решение, чтобы политическое решение было в пользу нашего народа. Победим мы или не победим, в любом случае, если не будет признания нашего государства на западной, скажем, части земного шара, в первую очередь, то нам не удержаться. И поэтому на Запад были направлены наши люди, которые здесь работали. Многие из них работали честно и хорошо, некоторые отошли от нашей линии, и, как вы знаете, произошли некоторые, этот раскол произошел. Для нас важно и сейчас, и мы понимаем, что Украина тоже действует в этом направлении, чтобы мы действовали строго в рамках современного международного права. Соблюдая современное международное право, мы можем, двигаться дальше, и мы можем получить вот такое признание и от остальных стран мира. Сегодня это Украина, завтра это может быть Казахстан. Грузия уже нас признала в 1992 году, когда мы приняли Конституцию сразу. И следом за этого начали все говорить, что это, мол, свергнутый президент. Нет, напротив, президент Гамсаурди у нас был гостем нашего президента, и потом вернулся в Грузию, продолжал там действовать, погиб. А затем, после этого, парламент Грузии, который был избран впоследствии в Саакашвили, принял решение, парламент принял постановление о том, что все решения, которые принимал Гамсахурди и Верховный Совет, легитимны, полномочия. То есть сегодня наше государство, если скажем, признано и Грузией, признано и Украиной. Поэтому мы должны сейчас думать о том, как нам расширить эту область признания нашего государства и действовать строго в рамках современного международного права, не отходя от нашей Конституции. Я, конечно, хотел бы иметь здесь время побольше, но так как его мало, скажу, что то, что происходит сегодня на Западе, то, что происходит в самой Украине, это есть тот, как говорится, поворотный момент, когда мы можем сегодня свой вопрос поднять. И мы благодарны украинскому народу, который правильно понимает все эти задачи и помогает, оказывает помощь нашему народу в признании и в других вопросах. После этого признания, конечно, нам нужно делать все для того, чтобы сейчас какие-то установить отношения с украинской властью, чтобы они дальше продолжили наши отношения, чтобы мы могли бы действовать. Для этого я скажу, что на Западе находится легитимная власть, это в лице президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Все, наши молодые люди, которые находятся в Украине сегодня, вчера, и наши батальоны, которые есть, они ведут эту работу, распространяют информацию, говорят о нашей ситуации, и это очень полезно. Но в данной ситуации мы должны все, и наша молодежь должна понимать, что мы должны действовать строго в рамках международного права. С самого начала, когда разваливался Советский Союз, и Российская Федерация, России нынешней, все говорили, что они идут по пути демократии, свободы личности, все такое. Но это все ушло в прошлое. Ельцин и его команда, они все это обвалили и начали, как видите, имперские свои шаги. Мы сегодня, находясь на Западе,
пытаемся объединить наши усилия, объединить со всеми теми, кто отошел от нашей базовой основы и которые должны держаться на той линии, которая была создана наше государство в 1991 году, и на той конституции, которая у нас есть. От этого мы ни на шаг не отходим. И я надеюсь, что правительство и президент Украины понимает правильно, что происходит. И наши люди, которые, значит, там находятся, тоже это поймут. И здесь, на Западе, мы эту работу ведем. Сегодня должна была выйти на связь Алла Дудаева. Почему-то она не вышла. Были какие-то, наверное, здесь вот прогрехи в связи, потому что там, вы знаете, положение какое, мы тоже это понимаем. И я думаю, что теперь, когда вы собрались и говорите здесь по-украински, там по-русски, хотя и не хотелось бы говорить по-русски, я бы был рад говорить на украинском языке, но надеюсь, выучу его. Я желаю вам всего хорошего, я желаю, чтобы вы сделали тот вывод, то заключение, которое необходимо для будущего и свободы личности, и дружбы между нашими народами. Слава Украине!